Аграрии Коми готовятся к уборке картофеля. Традиционно она начнется в конце августа, начале сентября. Прогнозы на урожай делают и дачники. В этом году второму хлебу пришлось нелегко. Холодное лето, заморозки и обильные ливни не способствовали росту клубней. Ольга Ануфриева выяснила, все не так уж плохо. Посмотрим. Это картошка белая. Ну, судя по всему, хорошая. Хотя еще и расти почти что дней 20 можно, наверное, оставить ее. Ну, судя по всему, урожай будет. Пенсионер Александр Владимирович сегодня в первый раз проверяет урожай картофеля. На 2 своих дачах каждый год он сажает около 15 ведер. Обычно хватает на всю зиму и для его семьи, и для тещи. Вот и сейчас садовод надеется, второй хлеб не подведет. Ну, хватает. И тещу, естественно, обеспечить. Ему уже за 70 далеко. И на нашу семью хватает. На всю зиму, да? На всю зиму, да. Еще едим, по крайней мере, вот видели, что первые кусты выкопали. А так еще старую доедаем. То есть... Ну, позволяет. Есть яма хорошая в гараже, которая сохраняет урожай, ну, до следующего года позволяет хранить. А так, конечно, без дачи было бы, честно говоря, грустно. Впрочем, в этом году повезло далеко не всем дачникам. Июльские заморозки и сильные ливни негативно сказались на урожае картофеля. По сравнению с прошлым годом, в этом году хуже лично у нас, потому что, говорю, у нас прошла полоса 2 мороза. У нас, по-моему, мерзло все. Огурцы, помидоры, все, что было высажено в грунт, все померзло. Но это в зависимости от того, где находится дачный участок. Участок находится в одном месте хорошо, в другом месте, где повыше. Ну, как что, у нас туман, у нас проходит полоса. Вот таким образом. Специалисты научного института сельского хозяйства тоже вышли на уборку картофеля в динамических питомниках. Первые прогнозы оптимистические. Урожай будет примерно 20-26 тонн с гектара, почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В этом году я все-таки считаю, что получше, чем в прошлом. Урожайность в этом году уже получше. Погодные условия, в принципе были благоприятные для роста и развития картофеля. В принципе, благоприятно. Да, были, конечно, некоторые периоды, как сильных дождей, когда за один день выпала там месячная норма осадков. Ну, в общем-то, я думаю, что картофель пережил эти стрессовые эти моменты. К стрессовым моментам специалисты относят также и различные грибковые заболевания клубня и насекомых-вредителей. Чтобы картофель не заболел, урожай эксперты рекомендуют собрать до сентября. А еще лучше в целях профилактики обрабатывать клубни заранее, чтобы избежать неприятностей. Ольга Ануфриева, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.